Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире апрельский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Месяц выдался очень продуктивным на мероприятия, и мы спешим поделиться ими с вами. С первых дней апреля Головной колледж совместно с добровольцами-спасателями проводит профориентационную работу с учениками сельских общеобразовательных школ ближайших районов республики в рамках популяризации социально значимых профессий. Важно уже сейчас определиться со своим будущим, и мы будем рады видеть вас в рядах колледжа государственной и муниципальной службы. 1 апреля филиал в городе Йошкар-Ола посетили студенты, будущие преподаватели ОБЖ Марийского государственного университета. Гостям была проведена экскурсия по колледжу, а по завершению встречи курсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки. В филиале в городе Ульяновск 1 числа прошло награждение курсантов, прошедших успешно аттестацию на приобретение статуса спасатель. Желаем удачи в дальнейшей работе. Также в этот день для курсантов колледжа был проведен обучающий семинар-викторина по использованию справочно-правовой системы «Гарант». Курсанты ознакомились с нормативно-правовыми документами и периодическими изданиями по темам своих исследований. 2 апреля наши курсанты в Ульяновской области посетили библиотеку духовной культуры. Сотрудники библиотеки рассказали о вопросах мздоимства и казнократства в произведениях русских писателей. 6 апреля курсанты филиала в городе Йошкар-Ола приняли участие во вторых городских соревнованиях. Команда проходила 2 этапа ситуационных задач: оказание первой помощи при ДТП и взрыве газа в жилом доме. По результатам соревнований курсанты заняли 2 место. Так держать! 7 апреля курсанты филиала в Республике Марий-Эл приняли участие в квест-викторине «Я выбираю здоровый образ жизни», где наша команда заняла 1 место. Поздравляем! Также в этот день в колледже прошел конкурс видеороликов по воспитанию здорового образа жизни с целью сохранения и укрепления здоровья. Победителем стала группа ПБ-113-9. Молодцы! В Удмуртии 8 апреля в Доме дружбы народов состоялось очень важное событие – премия общественного признания «Люди года 2019-2020». Директор колледжа, кандидат экономических наук Королюк Людмила Викторовна в торжественной обстановке получила награду за особые заслуги перед обществом и весомый вклад в развитие Удмуртской республики. Мы еще раз поздравляем ее от всего сердца с этим значимым событием. В Республике Марий-Эл у курсантов 8 апреля тоже был продуктивный день. Они сразились в интеллектуальной игре «Что, где, когда» и заняли 2 место. Поздравляем! Также в этот день курсанты колледжа стали зрителями всероссийского открытого урока «Он сказал, поехали», приуроченного к 60-летию первого полета в космос Юрием Гагариным. В рамках празднования Всемирного дня здоровья 9 апреля курсанты филиалов города Йошкар-Ола провели утреннюю зарядку на свежем воздухе. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. И 14 апреля в Республике Марий-Эл прошел классный час «Стоп наркотикам». Скажем «да» здоровому образу жизни, берегите себя. А добровольцы Ульяновского регионального отделения ВСКС в этот день были задействованы во всероссийском этапе учений сил и средств МЧС России по оказанию помощи населению в период паводка. Молодцы! 18 апреля прошел Международный день памятников и исторических мест. В честь этого курсанты Головного колледжа провели субботник и облагородили прилегающую территорию воинского мемориала на Северном кладбище Ижевска. С 20 по 25 апреля представители Удмуртского, Ульяновского и Марийского региональных отделений ВСКС стали участниками очного этапа конкурса «Лучший студенческий спасательный отряд», который проходил в Москве. В номинации «Добровольство в ЧС» наша команда заняла 3 место. Участники получили дипломы и сертификаты. Мы молодцы! Вперед к новым свершениям! 22 апреля всех добровольцев-спасателей объединил один очень важный праздник – 20-летие Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В Головном колледже филиале в городе Ульяновск прошли торжественные построения и награждения добровольцев региональных отделений ВСКС. В Москве церемония состоялась в зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Благодарим и гордимся каждым из вас. Сегодня Удмуртия стала частью всероссийской акции «Студенты-спасатели» в разных городах страны. Они организовали торжественное построение. Корпус добровольцев отмечает 20 лет службы. А в Ижевске уверены, история молодежного движения началась у нас, именно в нашем городе. У Сергея Шойгу появилась идея создать в стране организацию, которая станет первой помощницей МЧС. Рассказывает Марина Баль. Зарубай давление! Зарубай! Тренировки постоянно. Они первые помощники МЧС. В Красноярске тушили пожары, в Тулуне боролись с паводком. Надежда хорошо помнит 2 месяца экстрима. Студенты вместе с МЧС и военными эвакуировали затопленный город. Это дорогого стоит на самом деле. Просто элементарно, безвозмездно, так сказать, помогать людям. Это не хочу сейчас что-то против сказать, но это не каждый сможет. Сегодня в Удмуртском отряде Всероссийского корпуса студентов-спасателей 600 человек. Все студенты колледжа МЧС. Здесь действует созданный по нацпроекту образования Центр подготовки добровольцев с уникальным оборудованием. В Удмуртии он единственный. Даже у профессиональных аварийно-специальных формирований их нет. Всероссийский корпус сегодня отмечает 20-летие. Торжественные построения прошли во многих городах. В Москве на Поклонной горе собрались 400 человек. В Ижевске меньше, зато наша роль в создании молодежного движения знаковая. В колледже уверены, началось все именно в Удмуртии, когда Сергей Шойгу, еще министр МЧС, познакомился с нашим отрядом студентов-добровольцев. Наши добровольцы, тогда было, по-моему, лет 22-23 года назад, наши добровольцы показали, что они умеют делать. В основном работали по спелеоснаряжению, что работа в пещерах, и по альпснаряжению работа в горах. Ему очень сильно понравилось. Он пригласил ребят и потом сказал, что идея ваша мне нравится, но мы сделаем немножко шире. А сегодня добровольцы сдают экзамены, чтобы летом попасть в спасательный отряд специального назначения. Кто-то поедет работать к Черному морю, а кто-то будет следить за акваторией Ижевского пруда. Марина Баль, Иван Блинов. Вести, Удмуртия. 22 апреля у курсантов нашего колледжа состоялась встреча с капитаном МВД России по Республике Мариэл. Беседа проходила оживленно. Курсанты специальности правоохранительная деятельность с интересом задавали вопросы и узнали много нового о своей будущей профессии. Также в этот день курсанты колледжа приняли участие в интеллектуальной игре Brain Ring, посвященной 800-летию Александра Невского. В ходе мероприятия команды показали свои знания в истории и заняли первое место. Поздравляем! 25 апреля курсанты Головного колледжа посетили передвижной выставочный комплекс «Поезд Победы», который прибыл в Ижевск 24 числа. Это уникальная выставка о Великой Отечественной войне, в основе которой история ветерана-железнодорожника. Мы благодарны организаторам за возможность посетить столь значимое мероприятие. Также курсанты колледжа присоединились к Всероссийскому историческому диктанту Победы. На протяжении 45 минут им встречались очень интересные и важные вопросы, которые заставили задуматься о том, что было раньше и что мы можем сделать сегодня. 35 лет назад, 26 апреля, произошла крупная авария на Чернобыльской АЭС. В этот день мы вспомнили тех, кто, рискуя жизнью и здоровьем, участвовал в ликвидации последствий аварии. Их мужество и героизм навсегда останутся в нашей памяти. 28 апреля в Головном колледже прошла 6-я научно-практическая конференция «Мы и мир», посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина в космос и 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Впервые в онлайн-режиме к нам были подключены курсанты филиалов из Йошкар-Олы и Ульяновска. По итогам мероприятия победители были награждены дипломами, а остальные получили сертификат участника, что тоже очень хорошо. Поздравляем! В Ульяновске прошел 6-й всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия». По результатам мероприятия колледж стал победителем и вновь успех. А теперь перейдем к новостям спорта. В рамках недели здоровья курсанты Республики Мариэл участвовали в республиканском турнире по волейболу среди профессиональных образовательных организаций. А 10 апреля состоялся товарищеский матч по футболу с командой волонтеров-медиков. Счет 7-3 в нашу пользу. Так держать.
17 апреля наши курсанты в Ульяновске приняли участие в 42-й традиционной легкоатлетической эстафете Ленинского района и заняли первые места. Победители были награждены медалями и кубками. Поздравляем с победой! А 24 апреля курсанты вышли на старт городской эстафеты и снова выступили достойно. Команда девочек заняла почетное 3-е место. Поздравляем участникам, вы наша гордость! 17 апреля в Головном колледже наших филиалах прошел плановый день открытых дверей. Абитуриенты с большим вниманием посмотрели презентацию, познакомились с учебным заведением поближе и получили ответы на интересующие вопросы. Следующий плановый день открытых дверей состоится 15 мая, уже после мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Всю подробную информацию вы найдете в наших социальных сетях. И на этом выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Бокарева Кристина. До новых встреч!